Уважаемые соотечественники, граждане Российской Федерации, наша многонациональная страна, словно Ноев ковчег, находится в центре бушующей стихии. На нее навалилась свора завистников, врагов, реваншистов, которые всеми силами стараются ее утопить, хотят в том числе методом террора посеять панику и бунт. Еще в 1948 году шеф разведки США Ален Даллес говорил: русских силами не покорить, а чтобы захватить природные ресурсы, богатство России. Он призывал внедрить вражду между народами СССР, между различными религиозными конфессиями, оторвать молодежь от старшего поколения, внедрить культ секса, разврата, алкоголизма, наркомании, поддерживать безнравственных писателей, деятелей культуры и искусства и, наоборот, преследовать людей иных консервативных, так называемых, взглядов. Что мы видим сегодня? Под лозунгами борьбы с терроризмом США и их союзники, члены НАТО, сплошь и рядом творят беззаконие. Безнаказанно совершают теракты, уничтожают целые города, государства и цивилизации, убивают миллионами мирное население по всему миру. Теперь им не терпится расчленить на мелкие кусочки нашу страну. Массовое убийство мирного населения в Московской области, Крокус-Сити, ярко показывает истинное лицо хваленной западной демократии. Эти трусливые лицемеры за деньги убивают ни в чем не повинных людей. Настоящий мусульманин, например, в священный месяц Рамадан, боится наступить даже на букашку, дабы не совершить грех перед Всевышним, лишив жизни насекомого. А эти нелюди – худшая часть порождения развала СССР. В то же время говорящие на родном языке в погоне за легкой наживой убивают мирное население. За копейки готовы убить мать родную. Разве только такие люди остались в древнем таджикском народе? Нет. За преступления должны нести ответственность не таджикский или украинский народ, а каждый по отдельности преступник, как того требует закон. Их кураторы, как военные преступники, тоже понесут, конечно же, суровое наказание, как на земле, так и на том свете. Нам, россиянам, как никогда в условиях гибридной войны необходимо быть очень аккуратными, не спорить и не ссориться по пустякам между собой. Враг знает, что наша нерушимость – единство народов. Он мечтает раскачать ситуацию внутри нашего общества. Поэтому призываю всех еще крепче сплотиться и под руководством всенародно избранного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина не позволять разжигать межнациональный конфликт внутри России и даже за ее пределами. От имени Высшего Совета ФНК Ногайцев России выражаю глубокое соболезнование семьям погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале Крокус-Сити. Исполнители и организаторы теракта, конечно же, будут пойманы и наказаны. Победа будет за нами.